Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я хочу сделать это выступление по поводу последних событий. И в первую очередь хочу сказать, что думал, что мое выступление будет на моем родном чеченском языке. Но в связи с тем, что эта информация распространилась на русскоязычных ресурсах, поэтому я выступлю на русском языке. И скажу, что меня это шокировало, и этот шок все еще не отошел. И шокировало многих людей, которые в своей жизни испытали и видели многое. Видели войну, убийства родных, близких, разрушения, и их шокировало это. Так вот, я пойду в 99-й год, когда все это начиналось. Российская Федерация вторгается на территорию Чеченской Республики Ичкерия. 99-й год. Начинается война, и параллельно делаются такие выступления открыто на центральном телевидении России, что чеченцы должны убивать чеченцев. То есть имелось в виду, что у них есть такая фигура, человеком называть не буду, это существо, которого назначат марионеткой, и которому дадут власть, деньги, все дадут, чтобы он начал убивать чеченцев. Что и произошло. Но скажу одно, и историки могут подтвердить это. Такое не происходило никогда. В нашей истории, в чеченской истории такого не было никогда. Чтобы так чеченцы убивали чеченцев. Вот. Не было такого. Но это происходит. Убивают, истязают, в тюрьмах калечат, вот, бесследно исчезают, вот, делают все возможное, все пытки всех видов. Вот. Но есть и другой момент. Что происходит? Да, есть такой геноцид, но есть и другие методы. Сегодня уничтожается народ. Уничтожается чеченский народ самыми подлыми и хитрыми методами. Уничтожается все то, что хранилось нашими прадедами, вот, предками. Вот. Это мы называем Нохчалла, то есть наш такой кодекс чеченцев. Это традиции, обычаи, законы, которыми мы жили сотни лет. И они убивают это, уничтожают это. То есть произошла чеченизация. И сегодня без какого-либо стыда в России средства массовой информации, дезинформации, они называют эту войну чеченской войной. Неправда, это российско-чеченская война. То есть Россия ведет войну против чеченцев, против нашего свободного государства, куда оно вторглось. Вот. Далее, это была чуть история, и я хочу просто подчеркнуть, кто виновен во всем этом. Произошли вот эти события, вот это преступление, шокирующее преступление, которое шокировало нас, которое мы многое видели в своей жизни. Вот. Гибель близких, войну мы ее видели.
Вот, и нас это шокировало. Такого преступления публично никогда не происходило, но происходит в тюрьмах, в их концлагерях. Я даже могу называть места, где они находятся. Вот. И они совершают такие пытки там. Вот. Поймали молодого парня, говорят 19 лет, но мне кажется, там меньше. Поймали за то, что он где-то сделал репост, где-то что-то сказал в Инстаграме, там, в соцсетях, и заставили сделать то, что вы слышали или видели. Они попытались унизить его. И это был, на самом деле, это был акт устрашения народа, или тем, которые могут возмущаться или что-то говорить против их диктаторского режима, вот, преступного режима. Но не удалось. Все повернулось против них. Вот. И я хочу сказать, что это делалось, это преступление, вот эти все преступления делаются от прямого указания, прямого покрывательства, позволения верхушек, которые они там называют. Вот, тоже преступники. С ихнего позволения. Даже были там заявления публичные, тоже можете найти. В Ютубе есть, где мерзавец там стоит и говорит: мы будем раздевать девушек, чеченок. И будем допрашивать их, вот, проверять их, то есть раздетых. Вот что происходит. Самое отвратительное, мерзкое. И вернусь к тому парню. Вот. И сказать тем подлецам, извергам, преступникам, я это мягко говорю, им сказать: он вам в сыновья годится. У вас у каждого, может быть, есть сын-одногодка. Вот. И как вы после всего этого можете спокойно пойти домой и смотреть в глаза своих детей? Совести-то у вас нету, но как вы это можете делать? Я, может быть, понял бы, может, не делал бы этого выступления, если бы, да, в таком случае где-то что-то там он написал, или плохо что-то сказал, или там еще хуже, кого-то оскорбил. Вот. Но это подросток. У него, скажем, и ума нету. Вот. Такого человека надо взять, можно подзатыльник дать, и все. Максимум. Отвести родителям и сказать: вот ваш сын совершил это, пожалуйста, пожалуйста, присмотрите за ним. И все. На больше вы не имели права. То, что вы сделали, не позволяет ни одна религия, ни один закон. Есть еще там законы, как их называют, бандитские или там тюремные. Даже они этого не позволяют. А вы кто? Вы что? Кто вам это позволяет? Мерзавцы. Вот, теперь поадресно. Прямо. Ты унизил его. Да, ты унизил его. И пытался унизить чеченский народ. Но поверь, у тебя это не получилось. Ты об этом пожалеешь. Пожалеешь. Вот. Бехум. Ты предал народ.
Ты этим предал религию. Нельзя было этого делать. Нельзя было до такого опускаться. Подлецы. Хакарчи. Ты не чеченец. Ты не чеченец. Можете в Гугле даже посмотреть, сами убедиться в этом, где когда-то Кадыров говорит, что он, его род, не чеченцы. Это не мои слова. Он это сказал. Вот. Есть такие слова, есть такой факт. Только вы, не чеченцы, можете заставить молодежь, обычных парней бегать на беговых там дорожках за какие-то высказывания, да, петь песни или там стихи воспевать вашего там шефа, тоже преступника Путина, и совершать вот эти преступления, которые вы сейчас совершили. Я могу долго продолжать пофамильно говорить об этих преступлениях, что вы делали, как вы это делали, что вы делаете в своих концлагерях, на этих базах, какие пытки бывают у вас по отношению не только к мужчинам, но и женщинам, девушкам. Вот. Вы перешли все границы. Вот. И вы в каждом выступлении пытаетесь очернить, обвинить, оскорбить, обвинить во всех грехах Ичкерию и сторонников Ичкерии. Знаете что? Представьте, если можете, чтобы это вот представить Дудаева, там, время, когда был Дудаев, или время, когда был Масхадов, чтобы такое происходило, или там говорилось, чтобы так опускались на такой уровень, на такой мерзкий уровень. Ну, представьте. Не можете, да? Вот. И не сможете. Такого не происходило. Но вы это делаете в угоду вашему шефу, который там сидит в Москве. Мы знаем, кто причастен к этому преступлению. Есть факты, уже поступают факты. И, иншаллах, они ответят в суде. Иншаллах. Док, тихо, док, Аллахи. И это будет. Вы об этом пожалеете. Пожалеете. Ты стал сегодня Будановым, тем Будановым. Вот. И если на тебя найдется Юсуп Тимирханов, то тот станет очередным героем нашего народа. Вы ответите за каждое преступление. Вам придется ответить. Придется. И сейчас я просто, чтобы как-то не переходить на оскорбления, я не люблю это. Я люблю говорить фактами. Тем более я не хочу трогать вот это, и слова не нахожу. Не хочу их трогать. Эти мерзкие подлецы. Братья и сестры, вежри, ежри, я хочу к вам обратиться. Валлахи, все, конечно, с позволения Аллаха, все в наших руках, то есть в наших намерениях. Если мы что-то будем делать,
то Аллах даст нам то, чего мы хотим, чего мы добиваемся, если мы будем это делать вместе. Поэтому, еще раз, ради Аллаха, ради тех, которых убили, которые погибли на этом священном пути, которые встали на защиту чести нашего народа, на защиту нашей земли, которые отдали эти жизни, которые когда-то призывали к единству, вот эти наши братья, и сестры тоже есть. Они нас много призывали объединиться. Давайте встанем вместе. И мы сегодня имеем этот плод этих мерзавцев, потому что мы когда-то не встали вместе. Поэтому, пока не поздно, мы, уверен, потом можем пожалеть. Через 5 лет, через 10 лет, если будем продолжать то, что мы делаем сегодня, а мы ничего не делаем, нам нужно единство, единство народа. Мы везде, но сегодня это не проблема встретиться, связаться, обсудить что-то. Поэтому настал тот момент, когда перешли все границы, затронули честь нашего народа. Мы не должны кому-либо давать такого права, кто бы то ни был. Убей его, Михайлович. Поэтому оставьте все обиды, если есть такие. Давайте будем вместе. Хватит. Встаньте. Сейчас дуйхает. Дуйхает. Кайраху шарха обхердаться. Мы боимся не того, кого надо бояться. Мы должны бояться Всевышнего. И пока мы не сплотимся, этим унижением и преступлением не будет конца. Пока у нас не будет единства. Далбарца больвай.